Доброе утро. Пожалуйста, начни. Доброе утро. За прошедшую неделю в городе Якутске произошло 5 пожаров. Крупных пожаров не было, погибших, пострадавших нет. На сегодняшний день количество гибели составляет 4, в прошлом году 3, травмированных 4, в прошлом году 5. Работаем в штатном режиме. Доклад закончил. Спасибо, пожалуйста. Доброе утро. За отчетный период инспекторским составом планово проверено 3 объекта, внепланово 9 объектов. Составлено протоколов об административном правонарушении 16. Вынесено за неделю 7 представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения. Профилактических обследований выполнено 7, жалоб рассмотрено 4. Так, продолжается проверка деревянного жилого фонда. Значит, за неделю проверено 19 жилых домов, проинструктировано 12 человек. Также отчиталась управляющая управа Октябрьского округа, проинструктировано 23 многодетных семей и неблагополучных семей 78 человек. Другие управы не отчитались. Также за выходные проводились спортивные мероприятия. То есть они проводились с 25 февраля по 1 марта. Были выставлены посты в Триумфе, Дохсон, зал борьбы и Чолбон. Доклад закончил. Доброе утро. За истекшую неделю на административной территории города Якутска зарегистрировано 23 преступления, из которых раскрыто 17. Тяжких и особо тяжких 4, раскрыто 3. На пульт оператора 02 поступило 1764 сообщения о происшествиях и преступлениях. За отчетную неделю из числа ранее совершенных раскрыто 30 преступлений, такие как 1 убийство, 1 тяжкий вред здоровью, грабеж, 14 краж, угон, 3 мошенничества, 9 прочих. По системе видеонаблюдения ПК «Безопасный город» зафиксировано 7 совершенных административных правонарушений, раскрыто 6 преступлений. Значит, с 24 февраля по 1 марта на территории города Якутска проведено 12 массовых мероприятий, 8 спортивных, 1 культурное, 3 иных, в которых приняло участие 1894 человека. На охрану общественного порядка было задействовано 95 сотрудников полиции, ЧОП 37. За отчетную неделю к административной ответственности привлечено 1568 нарушителей, в спецприемник помещено 35. Работаем в штатном режиме. Доклад окончен. Доброе утро. Оперативная обстановка на обслуживаемых объектах транспортного комплекса оставалась стабильной и находилась под постоянным контролем служб подразделений управления. Проводятся мероприятия, направленные на повышение уровня энергетической защищенности объектов транспорта, обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры. На территории оперативного обслуживания проводилась операция «Территориальная собственность» и «Безопасная железная дорога». За отчетный период зарегистрировано на Северо-Восточном управлении 14 преступлений, из них 158-я кража 5, за незаконный оборот наркотиков 3 и иные. Всего выявлено административных правонарушений 172, в том числе в сфере антиалкогольного законодательства 68, за совершение мелкого хулиганства 7, за нарушение правил поведения в транспорте 4, за нарушение миграционного законодательства 7, иные 23. С помощью видеокамер наружного наблюдения выявлено 17 административных правонарушений. Доклад окончен. Доброе утро. За прошедшую неделю на территории города Якутска зарегистрировано 54 ДТП. Из них 6 ДТП с пострадавшими, в результате которых ранения получили 5 человек, погибло 2. По видам это у нас столкновение, 4 столкновения было и 2 наезда на пешеходов. В целях профилактики ДТП выявлено 1224 правонарушения, из них 21 в отношении нетрезвых водителей, и с этой же цифры у нас 6 с признаками преступлений при законной статье 264 прим. 1 УК РФ. На спецстоянку доставлено 46 автомашин, за тонировку стекол привлечено 66 водителей. По выявленным недостаткам эксплуатационного состояния улично-дорожной сети составлено 29 актов, выдано 3 предписания, возбуждено 3 административных дела в отношении юридических лиц. По пассажирским перевозкам проведено 2 рейдовых мероприятия совместно с МУГАДом и Минтрансом, в ходе которых составлено 7 административных материалов, из них 2 в отношении должностных, 1 юридическое и 4 физических лиц. Доклад окончен.
Доброе утро. На прошедшей неделе госинспекторами Якутского комитета было проведено 20 проверок. По результатам проверок наложено 12 штрафов на сумму 286 500 рублей. Одно дело передано по подведомственности в другие надзорные органы. Проводятся работы у нас в округах города по обращениям граждан в рамках трехмесячника по санитарной очистке. Также проводится зимний маршрутный учет численности животных на территории городского округа города Якутска. У меня всё. Доброе утро. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в городе Якутске за 8-ю неделю показатель заболеваемости на 3% ниже недельного эпидемического порога и ниже показателя предыдущей недели на 14%. За 4 дня 9-й недели в городе Якутске показатель заболеваемости ниже эпидемического порога на 40% и ниже показателя 4 дней предыдущей недели на 17%. На 9-й неделе не посещали занятия 153 дошкольника в 4 группах 4 детских садов городского округа, что составляет менее 1% от всего количества дошкольников. Управлением за прошлую неделю рассмотрено 5 дел об административном правонарушении в отношении 5 юридических лиц и наложен административный штраф на общую сумму 45 тысяч рублей. Доклад окончен. Спасибо. Департамент ЖКХ Николаева Дина Олеговна. Доброе утро, уважаемые коллеги. На прошлой неделе приняли участие в совещании Общественного совета при Министерстве экологии по вопросам природоохранной деятельности, безнадзорных животных и ТКО с докладом. Также провели ряд рабочих встреч с Якутским городским фондом помощи животных, где принято решение о направлении ими предложений по работе с животными без владельцев и рассмотрении возможности передачи объектов муниципальной собственности под приют на безвозмездное пользование. Также завершен прием заявок по внесению изменений предложений в схему теплоснабжения на 2021 год. И на этой неделе у нас сегодня запланировано выездное совещание для осмотра безхозяйного здания для рассмотрения вопроса по реконструкции под приют для животных в село Тулагина. И также в рамках трехмесячника по санитарной очистке Департамент ветеринарии Республики Саха-Якутия направил список ответственных лиц по административным территориям для совместных рейдовых мероприятий по наличию регистрации домашних животных и вакцинации от бешенства. Данный список направлен территориальным органам управления. Прошу управам взять этот вопрос на контроль, разработать планы и направить для согласования службы эксплуатации городского хозяйства, МВД и Департамент ветеринарии. Все коротко. Спасибо. Служба эксплуатации городского хозяйства. Аил Анатольевич Егинов. Доброе утро, уважаемые коллеги. На прошлой неделе у нас принято участие на 2 совещаниях у первого заместителя председателя правительства Колодезникова Алексея Засимовича. Это по 2 вопросам по водоотведению с аэропорта города Якутск. Принято решение ускорить работу по проектированию и строительству. Второе совещание было у нас по асфальтированию территории Якутской городской клинической больницы, на котором принято он дал поручение Министерству транспорта выделить дополнительные средства на софинансирование работ по МКАДу и далее уже эти средства предусмотреть на асфальтирование данных участков Якутской городской клинической больницы. У нас на прошлой неделе также было заседание комиссии по признанию бесхозяйными объектов. Рассмотрено 46 объектов, признано бесхозяйными 25 объектов. По 2 отказано, по остальным отложено в связи с отсутствием представителей Якутскэнерго. Также кратко по ситуации с санитарным трехмесячником. Это у нас всего убрано снега с крыш на квартирных домов 3200 кубов из плановых 17 тысяч кубов, что составляет 19%. Низкие показатели у нас по Губинскому, Октябрьскому, Сайсарскому округам, Магану, Мархе и Табаге. По вывозу снега с дворовых и прилегающих территорий это 4900 кубов вывезено из 93 тысяч или 5%. Это связано с тем, что только на прошлой неделе у нас определены победители по закупкам на вывоз снега, но на этой неделе должны обороты добавить. По уборке и вывозу наледи это 1800 кубов из 4000 кубов плановых или 45%. Низкие показатели у нас у промышленного и Сайсарского округов и всех пригородов, кроме Табаги. Еще одной существенной причиной низких показателей вывоза снега и наледи является недостаточная работа отдельных территориальных органов управления в части выдачи предписаний.
Так, если с начала трехмесячника управы строительного и Октябрьского округов выдали 546,54 предписаний, то остальные управы пригороды выдали не более 6 предписаний, а то и вообще ни одного предписания по вывозу снега и наледи не выдали. Поэтому, коллеги, прошу усилить работу в этом направлении. По монтажу охранно-пожарной сигнализации на прошлой неделе мы завершили отбор получателей субсидий по неблагоустроенному фонду. К сожалению, у нас заявились всего на 122 дома, при том, что мы планировали установить пожарную сигнализацию на 400 домов. В середине марта мы планируем отбор сделать на благоустроенный жилищный фонд. И, надеюсь, коллеги в этом плане обороты также должны добавить. В чем причина столь низкого? Ну, в первую очередь, это недостаточная работа территориальных органов управления с советами многоквартирных домов, с самими жителями. Нам очень мало поступает заявок, протоколов общего собрания жителей на монтаж пожарной сигнализации. Так, пожалуйста, Аил Анатольевич, значит, мне вот эти вот данные, которые вы сейчас проговорили, да, с разбивкой на конкретные территориальные органы управления, пожалуйста, предоставьте для того, чтобы я могла принять меры. Значит, действительно, 19% на, значит, уборку снега с крыш и 5% на вывоз снега – это крайне мало. Конечно. Крайне мало. Значит, кроме того, у нас с вами осадки, снег, значит, планируется ближе к выходным. И на следующей неделе тоже 3 дня обещают снег, поэтому, в принципе, ситуация, она довольно критичная по вывозу снега. Так, поэтому территориальные органы управления, пожалуйста, просьба ускорить работу. Ну и посмотрим сейчас, как у вас там по конкретным данным, по территориальным органам. Хорошо, спасибо, садитесь. Якутдорстрой, Донец. Доброе утро, уважаемые коллеги. С 1 октября по 1 марта на полигон складирования снега было вывезено около 246 тысяч кубометров снега. За февраль месяц было вывезено 82 760 кубов, за последнюю неделю 25 тысяч. То есть за сезон 2019-2020 года силами ДС было вывезено 208 тысяч кубов снега, а сторонними организациями и управами 38 тысяч кубов. По сравнению с прошлым сезоном 2018-2019 на 1 марта было 196 742 кубометра, что на 50 тысяч кубов в этом году больше. Ну, понятно, и снега в этом году больше. Вообще, недавно вот я приняла участие в совещании мэров городов Дальнего Востока и Сибири. Все коллеги отмечают на то, что в связи с глобальным потеплением количество осадков увеличилось на всех территориях от Дальнего Востока и Сибири. Действительно, кратно увеличилось. Но, тем не менее, это не является оправданием для того, чтобы не убирать снег с улиц. Поэтому просьба, Роман Сергеевич, значит, ужесточить требования и контроль. Спасибо, садитесь. Так. Жилкомсервис. Доброе утро, уважаемые коллеги. Подводим итоги работы за февраль месяц. Так, за отчетный период предприятием было отловлено 261 безнадзорное животное. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года у нас наблюдается отставание на 260 голов. Это связано с вступлением в силу действий нового законодательства, которое предусматривает помимо отлова также стерилизацию и выпуск в естественную среду обитания. За отчетный период было отпущено, стерилизовано и кастрировано первая 20 безнадзорных животных. Мероприятие прошло успешно. Сейчас в этом направлении двигаемся дальше. По теме безнадзорных животных на прошлой неделе было достаточно много мероприятий и заседаний Якутской городской думы, в частности профильного комитета, заседание Общественного экологического совета при Министерстве экологии. Оба совещательных органа выработали ряд рекомендаций, которые мы еще пока не получили. После получения рассмотрим. Так, в целом мероприятия прошли очень продуктивно и успешно. Касательно вывоза мусора с территории городского округа города Якутск на полигон по захоронению твердых коммунальных отходов принято свыше 85 тысяч отходов. Большая часть, это 96%, завезена региональным оператором.
Продолжаем работу над трехмесячником санитарной очистки, в частности, по территориальным органам управления разослано уведомление с целью сформировать необходимую потребность по выдаче талонов на захоронение мусора. После получения информацию проанализируем и выдадим необходимое количество талонов. Касательно жидких бытовых отходов, февраль месяц достаточно тяжелый, он характеризуется проточкой, да, которую мы вынуждены вывозить. Так, за февраль месяц предприятием вывезено свыше 75 тысяч жидких бытовых отходов. У меня все. Задолженность перед вами какая у ваших контрагентов? Самая большая задолженность сегодня состоит у регионального оператора. По нашим подсчетам это не менее 46 миллионов рублей. Кроме того, из государственного бюджета республики мы недополучаем субсидию по вывозу жидких бытовых отходов. Январь-февраль сегодня являются неоплаченными месяцами, это примерно 35 миллионов рублей по нашим подсчетам. Из основных контрагентов, которые являются нашими должниками, это пока все. Это существенная сумма, порядка 84-85 миллионов рублей ваших выпадающих доходов. Я понимаю, значит, мы принимаем некоторые меры по изысканию средств для того, чтобы поддерживать предприятие. На сегодняшний день у вас есть определенные трудности по вывозу мусора с неблагоустроенного жилого фонда. И понятно, что жалобы жителей довольно серьезные, в частности, 17-й квартал нам пишет и так далее. Но здесь есть объективные трудности. Вместе с тем, конечно, мы будем продолжать вывозить, поэтому просьба Максима Макаровича по финансовому состоянию предприятия, значит, какие необходимые меры принять для того, чтобы они могли вывозить мусор с неблагоустроенного фонда, надо принять. По животным. Ну, значит, среди населения не находит поддержки, значит, вообще первые шаги реализации федерального закона. Люди не понимают, почему животные выпускаются обратно в естественную среду обитания. Значит, много жалоб от жителей промышленного округа, которые непосредственно вблизи находятся, значит, с пунктом передержки животных. Но здесь совместно с департаментом по взаимодействию со СМИ необходимо продолжать работу, чтобы люди понимали, почему мы стерилизованных животных выпускаем обратно. Понятно, что мы и сами с этим не вполне согласны и не считаем, что данные меры, значит, способствуют, скажем так, улучшению ситуации. Вообще не факт, что стерилизованное животное не будет проявлять какую-то немотивированную агрессию. Вот. Сколько на сегодняшний день на пожизненное содержание вы собак определили? Пока пожизненному содержанию подлежат только те животные, которые проявляют немотивированную агрессию. Вот из обследованных нами животных пока таких не выявлено. То есть ветеринары не признали пока ни одно животное агрессивным? Пока нет. Так, то есть все, что отловили, пока не считается ветеринарами агрессивным, да? Да. Значит, правильно ли я понимаю, что, значит, вот для понимания предстоящих городскому округу города Якутск расходов мы посчитали, во сколько нам обошлось, значит, одно животное в части отлова, карантина, вакцинации, чипирования, стерилизации, ухода после стерилизации и так далее. Это порядка 14,5 тысяч рублей на одно животное. Да, все верно. Именно такая сумма требуется, чтобы животное прошло все необходимые процедуры и манипуляции, которые предусмотрены сегодня действующим законодательством. Одно животное там содержалось у вас порядка 30 дней со всеми мероприятиями? Да, да. Мы на детей пособие меньше платим, чем мы должны потратить на содержание одного животного. Вот именно такая позиция превалировала на общественном экологическом совете. Да? Люди не понимают этих расходов, люди сравнивают финансирование, требуемое на безнадзорных животных, с пенсиями, с пособиями на детей и так далее. Поэтому сегодня следует констатировать, действительно, пока понимание реформа не нашла среди населения. Я все-таки считаю, что, конечно, закон принят преждевременно, но что делать? Суров закон, но закон. Мы вынуждены подчиняться и исполнять его. Поэтому, Альберт Никандрович, я все-таки предлагаю вам и нам совместно поработать с депутатским корпусом Государственного собрания Елтумен в части, может быть, введения на государственном уровне налогов или сборов с владельцев животных.
Потому что, например, в той же самой Европе животное относится к значит, средствам роскоши и облагается соответствующим налогообложением, что позволило бы содержать приюты и так далее. Там довольно серьезные налоги, и на бойцовских собак там серьезные эти породы до 615 евро в год. Плюс к этому, значит, владельцы животных, значит, оплачивают страховку на предмет ответственности перед третьими лицами. Плюс к этому владельцы животных проходят специальное обучение, прежде чем завести животное, чтобы службы удостоверились в том, что человек понимает, какое животное он берет, что он умеет с ним обращаться и так далее. Потому что в сегодняшний день есть только обязательство, ответственность государства, будь то там, значит, субъект, республика, будь то город, неважно. Это ответственность государства перед населением. Это понятно, мы это будем исполнять. Но на сегодняшний день не прописано толком ответственность владельцев животных за их содержание, самовыгул там, и так далее, все, что с этим животным произойдет. Поэтому здесь, конечно, нам необходимо продолжать работу. Спасибо, садитесь, пожалуйста. Так, управление здравоохранения. Добрый день, уважаемые коллеги. Значит, по итогам прошедшей недели по станции скорой медицинской помощи зарегистрировано 3325 обращений, что на 5,8% больше в сравнении с прошлой неделей. Среднее количество обслуженных вызовов в сутки 475 вызовов. Что такие же показатели, они сравнимы с прошлой неделей и немного ниже, чем прошлогодние. Удельный вес экстренных вызовов составил 1685 обращений, 50,7%. В сравнении с показателями прошлой недели 1553 и прошлый год 1484. По несчастным случаям всего зарегистрировано 416, показатели также увеличились на 19%, в том числе травм 395, отравлений 23, бытовые травмы 125, криминального характера 67, суицидального характера 3. С отморожением обслужено 4 вызова. Обслужено 16 случаев ДТП, прошлой неделе 8, прошлый год 16, в которых травмы различной степени получили 14 человек, в том числе и 2 детей. Значит, выезды по поводу пожара 5, пострадало 3 человека, в том числе 1 ребенок. Летальных случаев зарегистрировано 16, из них 1 детский. Значит, по взрослому травмпункту обращение 1278, это увеличение на 7,4% по сравнению с прошлой неделей. В прошлый год 1376. По укусам животных первичных обращений 17, по итогам прошлой недели 16, за прошлый год 15. Из них укусов бродячих собак 6. На прошлой неделе было 4, в прошлом году 3. Количество больных, получивших бытовые травмы 258, показатели также увеличены по сравнению с прошлой неделей. Детский травмпункт обратилось 133 человека, это также увеличение на 19,8%. По травмам 163, количество бытовых 63, спортивных 15, значит, школьных 13. Значит, это уже в прошлой неделе было 0, но начали работать школы. Автотравм 2. По сравнению с прошлым годом как детский травматизм? Так. В прошлом году количество бытовых травм, у меня данных таких пока нет. Ясно. На прошлой неделе 21 было. Ясно. Детская инфекционная клиническая больница 222 человека, значит, из них госпитализировано 125. Но это меньше, чем в прошлую неделю. В отделении реанимации находится 1 ребенок. У меня все. Ясно, спасибо. Управление образования. Учебно-воспитательный процесс в городе Якутске идет по плану. После карантина, прошлая неделя выдалась очень насыщенной. Много было событий, конкурсов. Провели в Мархинской второй школе конкурс «Я и мой наставник». Были чтения военно-патриотической 26-й школе памяти Александра Александровича Рыжикова и много-много событий. Так, работаем по модели профильной школы, старшей профильной школы, чтобы у нас качественное образование было во всех школах, независимо, где она находится.
На следующей неделе, вот на этой неделе у нас планы мероприятия в 33-й Табагинской и классической гимназии по 26-й школе по мероприятия намечены с победителями конкурса «Учитель года России». То есть много гостей будет. Ну, коротко так. По 10-й школе какие сделаны выводы по драке несовершеннолетних? Ну, расследование у нас продолжается. Когда планируете закончить? По срокам я не могу сказать. Уточните, пожалуйста, потому что мы должны дать соответствующий ответ и выводы сделать определенные для себя. Это первое. Второе. Значит, кто проверяет, как происходит дезинфекция в школах? В школах есть ответственные лица, которые в основном это заместители директора по административно-хозяйственной части. Я бы предложила вам все-таки на этой неделе выборочно проверить, потому что нам необходимо усилить дезинфекционный режим. Значит, мы должны удостовериться, что действительно кратность уборки как коридоров, так и классов, режим проветривания, работа рекуператоров, значит, все производится в соответствии с теми требованиями, которые мы выставляем. И кратность, и тщательность, и применение соответствующих дезинфицирующих средств. Хорошо. На этой неделе выборочно проверьте, значит, удостоверьтесь, что все, работа происходит как надо. Не уверена, что все обстоит именно так, как должно быть. Хорошо. Нет у меня уверенности никакой. Так, ладно, садитесь. Департамент градостроительства. Всем доброе утро. На прошлой неделе департамент работал в плановом режиме. У нас состоялась встреча с Росавиацией по вопросу установления приаэродромной территории. Данный проект у нас сейчас предусматривает наложение запрета на строительство почти на 1/3 нашего города. Проект будет ориентировочно установлен где-то в апреле. Сейчас даже не знаем, что с ним делать. Будем вести переговоры дальнейшие. Кроме этого, у нас по вопросу проектирования выноса газа 6-й школы проект находится на экспертизе. В начале марта получим экспертизу проектной части. Ориентировочная стоимость на сегодня составляет порядка 33 миллионов. В связи с этим в бюджете у нас сегодня заложено 30 миллионов. Возможно, возникнет дополнительная потребность на данное финансирование. У нас принято участие на совещании у Алексея Засимовича по вопросу берегоукрепления. Проектирование у нас с главстроем продолжается. Мы хотим поставить вопрос по поводу превентивных мер. На этой неделе подготовим письмо в адрес Александра Сергеевича и ЛБВУ. Принято участие на консультации населения в селе Тулагина. Также проведена очередная встреча с застройщиками. Коротко все. Так, давайте-ка мы с вами вернемся к этой подзоне 7. Угу. Значит, в связи с требованиями по аэропортовой деятельности, значит, будет установлена санитарно-защитная зона аэропорта. Да. Так? По ней, значит, по подзоне 7, по подзоне 7, то есть по уровню шума, 2/3 города попадает под эту зону. Да. Соответственно, в 2/3 города запрещается любое строительство жилья и так далее, социальных объектов и так далее. Запрет полнейший. Понимаете, коллеги, к чему мы идем? В первую очередь попадает весь 17-й квартал, ну, мы имеем в виду 2-й, 4-й, 17-й квартал, часть 16-го квартала. Везде будет запрещено строительство. Хатынгурах, Саргалях также попадает. Схема, которая была согласована с правительством республики, почему с Росавиацией вернулась на доработку? Известно вам? Нет, насчет этого нет. Откуда у вас информация, что в конце апреля эта схема будет утверждена? Ну, было совещание с Росавиацией, были представители, и предварительно они сообщили, что уже проект направлен. Дополню. Да, Значит, на прошлой неделе было 2 совещания на эту тематику. Одно в Росавиации, второе в аэропорту города Якутска. Значит, представители аэропорта дают прогнозные сроки конец марта, начало апреля по выходу документа, уже утвержденного Росавиацией. Значит, мы, исходя из этого, на прошлой неделе проводили 2 совещания на нашем уровне. Значит, решено организовать штаб. Значит, к концу недели доложимся вам, Сардана Владимировна, по пути
по возможным путям выхода из ситуации, исходя из нормативных документов и процессуальных. Ну, насколько мне известно, значит, был разработан проект федерального закона, вот как раз по подзоне номер 7, потому что 135, да. это касается очень большого количества городов на территории Российской Федерации. Но для нашего небольшого города, территориально небольшого города, это просто катастрофа. Согласен. 2/3 города попадают под запрет любой застройки. Следом, если дальше развивать ситуацию, то теоретически жители должны будут потребовать расселить их из этой зоны, где они проживают, выплатить им компенсацию и выселить их куда-то. Куда мы будем выселяться? В Хангалатский улус или в Намский? Если мы тут все легли под аэропорт. Да, Не проще ли аэропорта перенести из Да, города вот все Якутска? возможные варианты выхода из ситуации с рассмотрением всех рисков мы вам к концу недели будем готовы доложить. Так, ладно, садитесь. Департамент жилищных отношений. Доброе утро. У нас прошел конкурс на право получения субсидии на снос ветхого аварийного жилищного фонда на сумму 14 миллионов рублей. Поступило 3 заявки. Из 3 заявок у нас одна заявка соответствовала. Победитель у нас компания «Якутдорстрой». В этом году мы приступим раньше к сносу ветхого аварийного жилищного фонда. Сейчас у нас уже готово 3 дома. Это Свердлова 16/1, Свердлова 18/1 и Челюскина 22. Полностью дома освобожденные, готовятся к переселению. Кроме того, нам восстановили денежные средства по заключенным контрактам в конце года на приобретение 60 квартир для детей-сирот. Суммы полностью сейчас у нас оплачены в размере 170 миллионов. На этой неделе мы будем готовы передать 60 квартир в опеку для дальнейшего заселения. Это у нас 2 дома на Воинской, 10/2 и на Бикетово. Так, отдел опеки, пожалуйста, при распределении жилья руководствуйтесь не столько и не сколько значит, сроками постановки на учет. Вы же знаете, у нас квартиры разной квадратуры. И вот Департамент жилищных отношений высказал предложение, обсудите, пожалуйста, с коллегами, да, что квадратуру, ну, надо смотреть, если сироты уже семейные, есть состав семьи, да, определенный, то, может быть, квартиру выделять побольше, ну, потому что всем одинаково мы, к сожалению, выдать не можем, у нас рынок очень ограничен. Да, поэтому обсудите с коллегами, чтобы хоть ну, какая-то была логика, почему одни получают 33 квадрата, другие получают там 27 квадратов или сколько там, 24. Хорошо, спасибо. Так, пожалуйста, продолжайте. Кроме того, нами принято 89 жилых помещений, это по программе переселения. Из них 43 жилых помещения мы уже предоставили, ну, остальные в процессе передачи идут. Это также дом по улице Воинской, который в ДСК там для детей-сирот и для переселения строился полностью дом. И также еще приемка 40 жилых помещений у нас сейчас осуществляется. Ну, на сегодняшний момент мы еще не приняли, как по замечаниям устранят, будем принимать. По аварийности дома у нас на прошлой неделе 4 дома было обследовано. Это в селе Маган 2 дома и в селе Табага 2 дома. А всего с начала года 34 дома обследовали на предмет аварийности и признали их аварийными. Бесконечно продолжаются вопросы горожан относительно того, признан мой дом аварийным, не признан мой дом аварийным, значит, когда меня расселят. Вы, пожалуйста, с департаментом СМИ, значит, определитесь, вытащите перечень домов куда-то на главную страницу, закрепите в виде баннера, чтобы людям было проще находить. Да, мы даже Инстаграм сделали и первую страницу как раз перечень признанных домов аварийным публиковали. Ну, также с департаментом СМИ, да, надо, потому что по каждому адресу мне сидеть отвечать довольно сложно, чтобы люди могли сами найти информацию, которая их интересует. Так, хорошо, садитесь, пожалуйста. Так, департамент предпринимательства. Доброе утро. На прошлой неделе, как обычно, проводится ежедневный мониторинг на овощи и фрукты. Значит, организована торговля на празднике Масленицы.
с раздачей блинов и конфет. Вот так, проведены совещания, приняли участие в совещании по индексу качества городской среды, по инвестиционному климату, видеоконференция СООН «Хабитат» и по погашению задолженности МУП и ПАК. Департаментом также вносятся изменения в 316 АП по ограничению прилегающих территорий. И, значит, проработан вопрос с прокуратурой города, на основании которого на прошлой неделе также подготовлено письмо совместно с правовым департаментом Министерства предпринимательства. Так, значит, по выявленным вами значит, нестационарным торговым объектам, где у нас значит, назначение нестационарного торгового объекта не соответствует тому, что было заявлено, продолжайте дальше работу с управами. Хорошо. Так, управы, пожалуйста, значит, все материалы вам направлены, вы в курсе. Значит, или расторгайте договор на НТО, или же, значит, приводите его в соответствие. Потому что выдаем под овощи, фрукты, получаем точку общественного питания. Выдаем под газеты, получаем микрозаймы. Ну и так далее. Вот это все приведите в соответствие. Так, хорошо, ладно. Управление дорог. Валерий Афанасьевич Домотов. Доброе утро. Управление работает в штатном режиме. На прошлой неделе провели межведомственную комиссию безопасности дорожного движения. Рассмотрели обращения граждан и управ в части элементов безопасности дорог. И также проводится работа по внесению изменений в региональный паспорт по нацпроекту. В целом работа ведется в штатном режиме. Так, значит, в начале февраля нам ГИБДД вносила представление по информацию по итогам 2019 года по работе общественного транспорта. Совершенно Какие верно. меры вами принимаются? Но мы совместно с отделом транспорта должны выехать на места концентрации ДТП и на места, где чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия с участием общественного транспорта, то есть автобусов. А так статистика, которую вы направили, она в работе у нас. Мы по каждому факту проводим проверку. В том числе и причинно-следственную связь, почему именно произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за Да чего. не об этом. Смотрите, значит, за 2019 год, значит, маршрутами городскими допущено, значит, 26 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 28 человек и погиб 1 человек. В 13 из 26 случаев причиной ДТП являлось значит, падение пассажира в салоне автобуса и падение пассажира при выходе из автобуса. Мы с вами говорили о том, что, значит, в тех договорах, которые заключены с маршрутами, указывается, что при наличии пострадавших договор расторгается. Совершенно верно. А вы мне о проверках. Поэтому, пожалуйста, на этой неделе, значит, внесите мне предложение, как мы должны рассмотреть в соответствии с теми договорами, которые заключены. Хорошо, принято. Наибольшее количество – 6-й маршрут. Наибольшее количество – 20-й маршрут. Первое. Второе. Когда вы внесете на рассмотрение проекты, значит, изменения движения городских автобусов? По объектам 2020 года, по нацпроекту мы на этой неделе все подготовим по изменению транспорта по проспекту Ленина. Но еще время потребуется для просчета. Также мы свели всю информацию, но сейчас просчитываем возможные варианты, куда и как перенести. Ну, я напоминаю, что мы обещали, когда проект будет готов, внести сначала на общественную палату Да. города Якутска, потом вынести на общее публичное слушание. Да. Так, значит, жалобы поступили в пятницу, по-моему, на 41-й маршрут о том, что интервал движения доходит до 40 минут. От 40 минут. От 40. До 40 минут. И прислали соответствующие фото и видео. Пожалуйста, разберитесь. Хорошо. Отдел текущего контроля, данное обращение граждан поставьте на контроль для ответа соответствующего. Так, и падение на остановках. То, что мы с вами обсуждали Да, вчера. Бакеш Алексеева. Хорошо Бакеш отработал. Алексеева, пожалуйста, заявительнице надо ответить, с ситуацией разобраться, как там произошло, что произошло, почему. Принято. Так, хорошо. Садитесь.
главстрой. Доброе утро. Ну, в усиленном поле зрения у нас на сегодняшний день остаются это объекты образования, Вилюйский тракт. Отставаний сегодня там нет. Совместно с жилкомсервисом заканчиваем на этой неделе систему отопления. Ну и там уже на второй корпус у нас основные общестроительные работы по завершающему этапу выйдем. По Толстого 20 у нас на сегодняшний день, ну, внутри 17 марта мы запустили отопление. Внутри работы по графику вроде сегодня вошли, но по наружным общестроительным работам мы там немного отстаем, порядка 10 дней. С сегодняшнего дня там обещают, что дополнительную бригаду мы должны выставить. Ну, я думаю, что в связи с потеплением вы нагоните эти 10 дней по наружным работам. Ну да, сегодня они обещали, 43 человека сегодня работают. Еще если 7-10 человек они сегодня обещали вывести, то постараемся и эти вопросы. Так. Ну, текущие вопросы, в общем-то, в рабочем порядке мы решаются. По школе Кангаласа у нас на сегодняшний день в работе это получение разрешения на строительство. У Евгения, ну там вопросы есть, конечно, связанные с Росреестром. На контроле у Евгения Николаевича сегодня этот вопрос стоит. Также, значит, ну мы в принципе завершили, наконец-таки практически уже, будем говорить, это по кедру работы. Дизайнеры там завершают все. На этой неделе, в общем-то, там объект будет подведен, готовность у него будет. Так, по дорогам? По дорогам на сегодняшний день у нас, значит, ну, по плану вообще 2020 года у нас в целом, немножко напомню, тут по уточняющим у нас уже данным, это порядка должны состояться 21 лот по 31 улице. На сегодняшний день 3 лота у нас уже, значит, имеются контракты, 1 лот объявлен. Это порядка уже 6 улиц. В марте по плану также у нас по мере выхода с регионального центра запланированы 8 лотов, 12 улиц. Так, у вас сейчас в региональном центре находится по сметной стоимости же, Посметный, правильно? посметный. Мы на этой неделе, да, на этой неделе туда вот проектную документацию сегодня мы сразу по 3 улицам, вернее, по 3 получаем, сразу же загружаемся. Так, смотрите, там, где проекты готовы, значит, начинайте снова, как в прошлом году, значит, общественное рассмотрение проектов непосредственно в территориях. Нет, работа у нас ведется. Мы с прошлой недели уже по тем отторгованным уже с ресурсниками собрались. У нас почему и перенеслись на эту неделю 3 аукциона по перекресткам. Это потому что в прошлой неделе мы собрались снова с ресурсниками, вопросы технические доработали, потому что там выявились некоторые нюансы. И с учетом графика производства работ Сахатранснефтегаза мы вот на до пятницы, на этой неделе должны 3 перекрестка Я объявить. немножко о другом. С территориальными органами управления, с управами, с пригородными администрациями по мере выхода проектов обсуждайте их с населением. Знакомьте население, показывайте, где будут остановки, где какие будут изменения, значит, почему такая ширина улицы, какие будут тротуары, что будет сделано в этом году. Что-то будет переходящее на следующий год, значит, показывайте, какие работы будут продолжены в этом году по объектам 2019 года. Населению все надо разъяснять. В прошлом году прошли хорошо, немножко как бы понимание у людей было. В этом году эту работу надо продолжить. Поэтому территориальные органы управления, значит, в график ставьте, людей собирайте, надо как бы как можно больше людей собрать на начальном этапе перед началом работ, для того, чтобы у людей было понимание. От какого отрезка до какого отрезка ремонтируется, почему такая ширина дороги и так далее, и так далее. И еще раз говорю, приглашайте проектантов, чтобы проектанты людям объясняли, на основании каких норм и правил, значит, принято такое или иное проектное решение. Понятно? Ну, у нас в этом плане с ГИБДД немножко есть разногласия в части того, что мы те улицы, которые поставили в ремонт, они не совсем понимают, что это ремонт, они считают, что это глобальные какие-то реконструкции или капитальный ремонт, и, естественно, пытаются там со своими требованиями касаемо вот реконструкции уже дополнительные свои требования ГИБДД внести. обязаны это делать, очень хорошо. Ну вот и приглашайте их вместе на встречу с населением, чтобы смотрели, проектанты будут объяснять, что, как, почему. Хорошо? Хорошо. Ну и остаются, конечно, это у нас приоритетные на сегодняшний день объекты, по которым мы проектно занимаемся. Это берегоукрепление, как вот ранее озвучено, и водоотведение аэропорта, ну и проспекта Ленина. Разработка, предпроектная подготовка, это проспекта Ленина. По проспекту Ленина у нас техническое, в общем-то, задание готово. Сегодня получаем последние согласования. По озеленению что вы там решили?
По озеленению, но мы вот собирались у Евгения Николаевича, рассматривали, значит, дизайн-код совместно вот с нашими коллегами стройблока и при ГИБДД. У нас там же опять возникли некоторые, значит, разногласия между применяемые в дизайн-коде там, значит, те или иные решения. Ну, наверное, у Евгения Николаевича, ну не наверное, а на этой неделе мы еще раз будем собираться, вот эти нюансы будем обговаривать. Ну, по аэропорту, по дорожной карте, которая вами согласованы и направлены, значит, Минтранс, мы сегодня техническое задание направляем им на согласование согласно дорожной карты. Ну, по берегоукреплению после окончательных совещаний мы также выйдем на техническое задание, ну, я думаю, на следующей неделе. Кангалатская школа, значит, усиленное внимание, потому что Кинг-95 не очень аккуратный подрядчик. Следите за ним. Ну да, там еще небольшая проблема у нас возникла. Пробную скважину мы сделали, у нас там уже выявились несоответствия проектных решений, грунтовые условия, поэтому тоже сегодня совещание у нас большое. Так, по 35-й школе, в принципе, говорят, бассейн они запустили. Да. Да, остались недоделки какие-то там главстроя. О чем речь идет? Ну, по главстрою там, ну, опять же, это недоработки, вернее, это недоделки по подрядным работам, которые там на сезонный, да, характер перенесены, ну, там по плиткам. Я разговаривала с директором, она имеет претензии к главстрою. Пожалуйста, урегулируйте. Все, спасибо. Спасибо. Пожалуйста, Наталья Романовна. Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, социальный блок работал в плановом режиме. Мы в ту неделю провели комиссию по большим соцконтрактам. Это максимальный размер поддержки семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, 204 тысячи. То есть мы видим, это один из механизмов вывода наших семей из бедности. Так, работу большую по этому направлению проводят социальные работники по управам. И в ту неделю мы рассмотрели 10 заявок. Всех мы положительно приняли. Дальше приняли участие в едином дне приема граждан с участием Галины Иннокентьевны Данчиковой. В основном обращались наши многодетные семьи. И их было порядка больше, чем 10. И несколько семей дополнительно сегодня мы пригласили ко мне, подойдут, дальше будем рассматривать. Во сколько они у вас будут? Они подходят в разное время, начиная с 3 часов, в 3, в 3:30, 4. Так, дальше. По первым классам таких больших изменений пока нет. Все в работе, на контроле. Начали сбор солдатских писем. Ответственными у нас назначены централизованная библиотечная система, смарт-библиотека, руководитель Мария Витальевна. Начали поздравления ветеранов на дому с вручением юбилейных медалей. Так, и на этой неделе мы планируем выезд в 203-й микрорайон. Там уже ввод детского садика на 315 мест. Так, дальше на этой неделе мы с Евгением Николаевичем запланируем еще совещание по новым нашим, ну, по строительству объектов образования в плановом режиме. Так, на 7 марта мы планируем открытие Дома культуры «Кедр» в Табаге с участием главы республики. Поэтому 7 марта. Да. Все документы, чтобы были в порядке. Там есть какие-то сложности с Ростехнадзором, я так понимаю. Главстрой возьмите на контроль. Хорошо, спасибо. Евгений Николаевич. Да, доброе утро, коллеги. Значит, строительный блок на прошлой неделе отработал в штатном режиме. Если кратко говорить, значит, по БКАДу контрактация идет. Значит, по выстроенному плану нашему до конца марта основной объем работ будет законтрактован. Март-апрель. Значит, по аэропортовой зоне, как было сказано ранее, в штабном режиме будем отрабатывать. До конца недели с Сардам Владимировной подготовим вам предложение. На прошлой неделе состоялся штаб по Парку Победы, по проспекту Ленина и по объектам БКАД. То есть зашли уже в штабной режим, еженедельно в 8 утра проводим с приглашением заинтересованных сторон для принятия на месте решений. Значит, в целом, кратко все. Вопросов для обсуждения на планерном совещании не имею.
Доброе утро. Добавлю к тому, что уже было сказано со стороны коллег. На прошлой неделе состоялся у нас объезд города в рамках трехмесячника по санитарной очистке. По итогам его хочется обратить внимание территориальных органов управления, как уже было сказано, это по усилению работы по выдаче предписаний. Также прошу обратить особое внимание по уборке снега с соблюдением всей необходимой техники безопасности, потому что уже поступает сигнал о том, что жители сами начинают убирать снег, не дожидаясь управляющей компании. Ну и, соответственно, есть уже, скажем так, звоночки к тому, что могут быть у нас нехорошие трагедии. Также прошу обратить внимание по уборке наледей под домами, по тем домам, которые у нас в течение года были обращения жителей. Они показывают о том, что проблема у нас остается под этими домами. С моей стороны будет особое внимание обращено на эти действия. Необходимо также на этой неделе, буквально сегодня-завтра, выдать всем управляющим компаниям предписание по уборке наледей из-под домов. Поскольку, коллеги, нужно понимать о том, что данная наледь приведет к тому, что у нас устойчивость домов может снизиться. Но это, соответственно, приводит к аварийности. У меня все. Роман Сергеевич, ну, из года в год проблемой является вывоз снега с частного сектора. Люди сейчас будут со своих дворов, как обычно, снег, значит, сгребать и оставлять на улицах, проезжих частях. Поэтому здесь совместно с территориальными органами управления тоже работу надо усилить. Вывоз снега с частного сектора в соответствии с правилами благоустройства, утвержденными Якутской городской думой, является обязанностью собственников, значит, данных земельных участков. И ни в коем случае снег они не должны оставлять на проезжей части своих же улиц. В прошлом году у нас такая была проблема в Новопортовском районе, как эта улица называется-то. Вывезли все, потом у них все это превратилось в лужи, потом они же кричали, чтобы мы эти лужи им откачали, хотя сами они их и наделали. Поэтому здесь разъяснительную работу совместно с территориальными органами управления, предписания, все это надо усилять работу. В частный сектор, прошу обратить внимание. Принято. Павел Николаевич, пожалуйста. Доброе утро, коллеги. Все структурные подразделения окружной администрации и муниципальные учреждения функционируют в штатном режиме, замечаний по их работе нет. У нас 28 февраля в городе проведен единый информационный день. Во все административно-территориальные образования нашего города выезжали рабочие группы в составе представителей различных структурных подразделений. В этой части хочу отметить хорошую работу наших земельщиков по организации выездных встреч с населением в территориальных образованиях. Этим самым они много острых и спорных вопросов сняли. Я думаю, что в будущем, я не говорю о том, что в каждодневном режиме, но с определенной регулярностью вот эту работу нам надо будет продолжать. Сегодня, коллеги, состоится заседание Президиума Якутской городской думы, а также на этой неделе у нас проводится очередная сессия Якутской городской думы. Я прошу иметь в виду руководителей всех соответствующих, чтобы они, их участие в данных заседаниях является обязательной. Кроме того, с 10 по 16 марта в городе будет проходить отчеты республиканских органов исполнительной власти республики. 16 числа итоговый отчет проведет председатель правительства Владимир Викторович Солодов в городе. Подготовительные работы продолжаются. У меня информация все. Доброе утро. Ну, во-первых, хочется поздравить с наступающим 8 марта всех наших милых дам. До 8 марта мы уже не увидимся. Общественная палата готовит опять заседание все-таки по социалке. Все-таки хотим более конкретно предложить по комфортной среде инвалидов, по детям больным и по столовым, так называемым социальным. То есть вот как раз предложить городу уйти от одной столовой и распространить это на весь город, на все точки общепита, которые готовы это принять. По нашему большому вот этому проекту «Доблесть. Город трудовой доблести», пока документ не найден, который основной привязан к этому всему. Сергей Михайлович сегодня улетел в Москву и обещает быть в Центральном архиве и попробует там уже найти это документы, потом уже от него все будет дальше, что называется, нарастать вот нашими
остальными подвигами наших жителей города во время Великой Отечественной войны. Ну, пока все. Просьба, значит, при рассмотрении вопроса по социальным столовым иметь в виду следующее. Социальная защита населения – это полномочия субъекта. И, соответственно, должны финансироваться из республиканского бюджета. Организация социальных столовых, вот тот не очень удачный опыт, который у нас был, мы организовывали за счет народного бюджета. Заявки на народный бюджет уже приняты, значит, итоги подбиты, поэтому мне представляется на сегодняшний день довольно сложным уже в течение текущего года как-то решить этот вопрос. Поэтому прошу иметь в виду, что вот социальная защита – это не полномочия города Якутска. Да, мы тоже об этом думаем. Спасибо. Добрый день, коллеги. Значит, по итогам отчетов перед населением один из вопросов, которые ставят активно, это земли сельхозназначения, поэтому мы начали работу по формированию фонда перераспределения земель. Агентство земельных отношений готовит по этому поводу предложение. На прошлой неделе, как уже все отметили, мы уделили особое внимание организационным вопросам по вывозу снега. Соответствующее поручение Роман Сергеевич уже дал. И территориальные органы управления, я думаю, начали усиленно работать в этом плане. Также проводили мы работу с архитектурой и главным архитектурным управлением по дублирующим адресам. Это актуально всегда, а тем более сейчас в преддверии переписи населения. По управлению образования в целях оптимизации расходов мы провели совещание по организации конкурсов по энергосервисным контрактам по электроэнергии и по отоплению. По отоплению будет подготовлено 8 школ, это в течение марта месяца. Также принимал участие в правительственном оперативном штабе по недопущению завоза и распространения коронавируса. Соответствующую информацию я до вас доводил. На уровне республики оперативный штаб создан, возглавляет его Балабкина. Проводили встречу с ресурсными организациями по перспективам развития города Якутска и, в частности, формирования теплового баланса по городу Якутску. Это связано с переключением котельных, с вводом Якутской ГРЭС-2 и с внесением изменений в схему теплоснабжения. Также была проведена встреча с корпорацией развития Якутии на предмет организации на территории города креативного кластера. Соответствующее предложение компания озвучила, там 4 постановочных вопроса перед нами. Будем заниматься этим. И завершилась на прошлой неделе командировка нашей группы, рабочей группы в Казань по рассмотрению опыта организации комбината питания школьников. У меня все. Доброе утро, уважаемые коллеги. На прошлой неделе на площадке «Точки кипения» состоялась деловая сессия «Якутск инвестирует в Якутию», организованная Якутской городской думой и агентством по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха-Якутия. На площадке встретились предприниматели, представляющие субъекты малого и среднего бизнеса, авторы инвестиционных проектов, депутаты Якутской городской думы, депутаты Государственного собрания Литумен. Целью мероприятия стал вектор привлечения частных инвестиций. Такая практика поможет развитию инвестиционного потенциала города. Особое внимание агентство уделяет проектам предпринимателей, поддерживаемых муниципалитетами. Сопровождение и содействие инициаторам проектов на всех этапах реализации позволяет доводить бизнес-идею до глубокого уровня проработки и реализации. Например, большинство проектов ТОР Якутия были, так сказать, упакованы агентством и успешно реализуются. Здесь участие и поддержка муниципальных властей является ключом к успеху. Депутатами Якутской городской думы такой формат презентации инвестиционных проектов, расположенных на территории городского округа, одобрен, и было предложено рассмотреть на заседании постоянной комиссии по предпринимательству вопрос организации традиционной городской площадки для обмена информацией и по инвестпроектам и обеспечения доступа для начинающих предпринимателей к информационной базе агентства по привлечению инвестиций. Из насущных на сегодняшний день городских вопросов хотел бы отметить уборку снега. Понимаем, что работы ведутся в круглосуточном режиме в связи с выпадением в этом году большого количества осадков.
но этого пока недостаточно. Надо усилить работу по вывозу снега и при необходимости рассмотреть вопрос увеличения финансирования на эти мероприятия и усилить также работу административной комиссии окружной администрации. Повестка 14-й очередной сессии, которая состоится 4 марта в среду, будет утверждена сегодня в 15:00 на заседании Президиума Якутской городской думы, но перед Президиумом пройдет дополнительное заседание постоянной комиссии по бюджетной и экономической политике. Прошу всех приглашенных принять участие. Продолжается отчет городских депутатов в своих округах. Прошу глав округов и структурные подразделения окружной администрации содействовать проведению этих отчетов. Спасибо за внимание. Так, уважаемые коллеги, значит, на этой неделе, ну, как вы слышали, сессия Якутской городской думы. Всем, значит, кто вносил свои вопросы, подготовиться как следует, принять участие в президиуме Якутской городской думы. Ну и совершенно верно отмечается и, значит, руководителями сферы жилищно-коммунального хозяйства и нами о том, что, значит, необходимо усилить работу по вывозу снега. Значит, территориальные органы управления, ответственность с вас никто не снимает, поэтому по, значит, выписыванию представлений, контролю ситуации на территориях, и особенно, повторяю, в частном секторе, пожалуйста, работу усилить. Следующее, значит, управление дорог, работа общественного транспорта, соблюдение графиков движения, значит, безопасности движения, все это, значит, держать на контроле постоянно. Далее, значит, нам необходимо усилить работы по дезинфекции и надлежащему санитарному состоянию как в образовательных учреждениях, так и в общественном транспорте, и так и, в первую очередь, наша обязанность содержать в надлежащем состоянии, значит, муниципальные здания. Увеличить кратность обработки поручней, перил, дверных ручек и всего того, к чему, значит, люди, особенно дети, прикасаются. Это, значит, Наталья Романовна, вам необходимо будет еще рассмотреть, может быть, на заседании вашей комиссии. Следующий вопрос, над которым мы на этой неделе работаем, это вопрос создания единой теплоснабжающей организации. Ну, вы знаете, что у города Якутска есть определенные вопросы на сегодняшний день. Мы не согласны, значит, с теми предложениями, которые вносятся компанией «Русгидро», поскольку мы видим, что предполагаемая, значит, ну, скажем так, предполагаемые изменения, они приведут к росту тарифов, прежде всего, для субъектов малого и среднего бизнеса. Это уже прогнозируется, поэтому здесь нам необходимо прийти с Русгидро к общему знаменателю, чтобы, значит, не допустить рост тарифов в отношении юридических лиц. Следующее, что нас беспокоит, это вопрос надежности теплоснабжения, особенно пригородов города Якутска. Пока эти два вопроса мы для себя не уясним, никакие документы мы подписывать не будем. Ну и обратили внимание коллеги, что очень остро стал вопрос установления 7-й подзоны для города Якутска. 85 кварталов города Якутска попадают под эту зону. Под запрет строительства любого, под запрет жилого строительства, строительства социальных объектов и так далее, и так далее. В том числе пострадают и жители частного сектора, ну и все наши планы по переселению ветхого аварийного жилья, в том числе 17-го квартала, на сегодняшний день ставятся под большой вопрос, поэтому здесь, Евгений Николаевич, нам необходимо занимать принципиальную позицию в интересах жителей города Якутска. Спасибо всем, удачной недели.